святих, Jesús Христос, Божий чоловік, наш повелитель, сьогодні і завсюди. Jesús Христос, Божий чоловік, наш повелитель, сьогодні і завсюди. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Podczas этой святой мши молюсь за померлых, Кушнер и Ирину, просячи, как добрый милосердный Пан пробачил ее провины и принял супольность усіх святых. Сьогоднішнє Боже Слово покаже нам поставу молитви, або Моїсея, який молиться і руки тримає вгорі і змагаються, або эту женщину, яка приходить і просить, щоб їй допомогли, щоб хтось вставився за її, оборонив її. Это есть молитва. Молитва есть незвичайной боротьбой. Просим, щоб эта святая мша научила так само нас справжньої постави молитовної. І гэтая ахвяра, якую склав Ісус Христос, щоб була для нас збавленою. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинах Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Враку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сядеш пророчайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога
Всемогутний вічний Боже, допомагай нам завсёды охотно виконувати Твою волю і служить Тобі за щирим серцем. Про Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог пред усе веки вечные. Аминь. Читання книги Зыходу. У тыя дни пришли амаликитяне и воевали с Израилем у Рахидеи. И сказал Моисей Езусу навину: «Выбери нам мужов и иди биться с амаликитянами. Завтра я стану на вершине пагорка, и жазло Божие будет у руце моей». И зробил Езус навин, як сказал ему Моисей, и пошел биться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Хур узышли на вершину пагорка. Коли Моисей подымал руки свои, перемагал Израиль, а коли опускал руки свои, перемагал Амалек. Коли руки Моисеевы отяжели, тады узяли камень и подставили ему, и он сел на им. А Аарон и Хур подтрымливали руки ягонные, один с одного, а другие с другого боку. И были руки его поднятые аж до заходу солнца. И перемог Езус навин Амалека и народ ягонный выстрием мяча. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Узнімаю очі своє до вишиня, откуль прийде моя допомога. Допомога моя от Пана, який створив небо і землю. Допомога от Пана, який створив небо і землю. И он не даст похиснуться на землю, не задремлет тот, кто тебе стережет. Не дремли и не спить той, кто стережет Израиль. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Пан стережет тебе, Пан твой тень, он праворуж тебе. Будет солнце не ударит тебе, ani месяц ночью. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Пан заховає тебе до всякого зла, буде берегче душу твою. Пан буде стерегши висье твое и гортане, теперь и навеки. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умиловане, тривай у тим, чому навчився, і що тобі доручено, ведаючи, от кого навчився. Бо от дитячих годов ведаєш святые Писания, які можуть навчить тебе мудрости в деле избавления проз веру у Христе Иисусе. Усякое Писание, натхненное Богом и корыстное для научания, для перековывания, для наставления, для выхования у праведности, как Божий человек был досконалый
да всякой доброй справы готовы. Заклинаю Тебе перед Богом и Паном нашим Иисусом Христом, який будет судить живых и мертвых, и перед престем Ягоным, и перед владарством Ягоным. Проповедуй это слово, наставляй учас и не учас, переконывай, забороняй, заохвачивай с усёй долготерпливостью и получанием. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Живое Слово Божие и тесное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тебе. У той час Jesús розказав своїм учням приповідь про те, що треба завсюди молитися і не падати духом. В одним городі був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тим самому городі була одна вдова, і вона приходила до його і казала: «Оборони мене від противника моєго». Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: «Хоч і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але за того, что эта вдова не дає мне спокою, обороню ее, как и она не приходила больше докучать мне». И сказал Пан: «Послухайте, что каже несправедливый судья, дык ті ж Бог не оборонить выбранных своих, якія просять Його день и ночь, хоть и марудить, оборонить их. Кажу вам, что не за убаве, не у забаве оборонить их. Однак Сын Человечий, пришедший, чи знойдя веру на земле?» Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогоднішнє перше читання показує нам амалекітів, які змагаються. Показує так само Моїсея, який приймає поставу молитви. І коли ми так поглядимо, це одна така паралель, чим з'являється молитва. Молитва з'являється боротьбою. Такою війною, яку веде народ ізраїльський з амалекитами, которые хочуть на разный способ испоганить культуру Израиля, хочуть разбить этот народ, хочуть оттянуть их от Бога. Але поглядим, что Моисей принимает поставу молитвы. И пока тримая руки у горы, разом с этим кийком Божьим, да, амалекиты проигрывают. Народ израильский перемагає. Але в певному моменті руки починають затікати. Болять, скільки можна руки вгору тримати. Як ми почули, що народ тоді починає прогулювати свою війну. Вот так можно сказать докладно. Это и есть наша молитва. Нам так здається, что молитва это вельми легко, влечу на колени и молишься, и мне все так легко идет. Нет. Иногда нас сердце так само, оно тремтвея, зачекая. Если не чуем, что наши словы доходят до трону Божьего, але однако, когда мы поглядим на сегодняшнее читание, то есть и те, кто Моисею допомагають у этой молитве. Есть Аарон, який тримає руки, і Хур, який так само тримає другу руку. Коли працював я у Польщі, або коли был на так званой имши традиционной у Варшаве, в одной из наших самых больших парафий на Помове, ну и после этой святой имши была процессия Божьего тела.
І там завжди підчас одної станції святар Новопресбітерний сєва наїдуться монстранції. Монстранція, в якої там носиться пан Єсус, доволі тяжка. Доволі тяжка. І завжди при святаре йшло двох таких старейших міністрантів. У Комжі або в Альбі. І коли святар внес монстранцію, то вони його підтримували за руки, щоб цю монстранцію довести до кінця, до наступного алтара. Гэта таксама такі сімвал, чым ёсць малітва. Што не толькі я малюся, але я шукаю падтрымкі малітоўнай. Бо не толькі што, паглядзіце, моліцца Майсей, каб народ выбраны перамог, але ёсць твои, которые молятся за Майсея, каб ягоная малітва была яшчэ больш лепшая, больш дасканалая. І часамі ў нашым жыцці таксама мы не заўжды гэтая наша малітва, яна такая дасканалая, і нам патрэбны хтосьці, хто нам дапаможа. І сённяшні прыклад з'яўляецца гэтая жанчына, удава, якая таксама прыходзіць і находзіць чалавека, каб абараніў яго. Што яе прымусіла, каб яна прыйшла да гэтага чалавека багатага? Бядота. Будзем чытаць у Евангеліі 8 благословленняў. Благословленные убогие духом, благословленные голодные, благословленные те, что плачут, смутятся. Что это за постава приемная? Кто из нас хотел быть голодным, смутиться? Мы этого шукаем в костеле? Запевно, этого не шукаем. Чи этого нам жадає Пан Бог? Так само нам этого не жадає Пан Бог. Как мы были смутные. Чего нам Бог жадає? Только выключно добра. Толькі выключна добра. І чым гэты смутак ёсць? Што прыводзіць гэтую жанчыну? Каб яна была багатая? Яна бы сама сабе наняла людзей, каб яе абаранялі. Каб яна была мужная, таксама бы наняла людзей. Каб не было тых, хто да яе прыходзіў, хто бы ей загражаў здароўю альбо жыццю, таксама бы не сидзела ў брамы гэтага багатага чалавека і не прасіла бы абараніць. Гэта наша пастава. Чему мы благословленные стали смутиться? Это наша молитва, она намного лепшая. Коли мы убогие, коли мы не можем себе связать конец с концом, так само наша молитва тогда отданная. Но мы шукаем допомоги Пана Бога. Мы шукаем, как нам Пан Бог допомог, как урятував наше життя. Пригоження постави, якою сьогоднішнє Євангеліє нам показує. Як ми в нашому житті зрозуміли, чим є Бог, або ким Він є. Смутимся. Мы, братья и сестры, святари, живем с того, что вы грешите. Чему? Вы приходите до споведи. Мы вас повидаем. Пока ты не грешили, вы не приходили до споведи. Вы не треба було всі конфесіонали. Ви не шукали Бога. А ви не треба було би сповідатися, шукати направо. І може ми ніколи не свою шукали направо. Это памятаем эту приповесть Иисуса Христа, який говорить про пшеницю, яка виростає поміж этих колосовників. Поміж лебеди, як я говорю. Чому вона виростає поміж лебеди? І коли учні говорять, пані, ми будемо вирівати лебеду, щоб пшениця не виросталась. Ні. Чому? Бо коли вона буде рости поміж этой лебеди, вона буде рости вверх, вгору. Можете звернути увагу на лес, який пригожий. Коли зайдемо у лес, густий лес, все дерева ровненькие, пригожие. Их можно потом отдать на пилораму, залить доски, байки, побудовать дома есть. А коли мы убачим ту самую сосну, яка росте у полі сама, яка вона викривана. Чому дерева ровні? Тому що вони тягнуться вгору. Так само і чоловік, коли ми говоримо, що ми шукаємо життя справного без греху, ми його не знайдемо. І часами нам гэтые грехи дадены Паном Богом порваться с такое порозумение. За такую выяву, как мы росли в гору, как наша вера узмацнилась, как наше змагання так само. І как ми в певному моменті зрозуміли, що нам потрібний Бог. Знаю ні одного чоловіка, який змагався і в певному моменті змагався з якимось грехом, розвалив свою сім'ю. От так моцно змагався з грехом. Так моцно шукав допомоги якоїсь. А треба було тільки довіритися Пану Богу. І часами гэтыя грахи, якія мы маем в нашем жыцці, якіх мы, можа, саромімся, можа, яны нам дадзены часамі, каб мы ўзрасталі, гэтая пшаніца ў гору, і
каб наше жыццё было роўнае, каб мы ўглядаліся ў Богу, і гэтыя дрэвы ў лесе, якія растуць, каб мы былі роўнымі, дасканалымі ў жыцці да святасці. І калі паглядзім, што ўсё Бог напісано ў Святым Пісанні, у кнізе Быцця, усё, што Бог стварыў, было добрае. Усё. Нема такого. Бог не забрал этих слов. Иисус Христос не сказал, что христи древние. Не было такого. И завжди Иисус Христос в Евангелии дает надежду. Только один раз скажет: бойтесь не того, кто ваше тело забьет, а не того, кто вашу душу кинул в яму, кто вашу душу заберет до пекла. Бойтесь этого, а все остальные не бойтесь. Дає надію. І так само ми цієї надії повинні шукати в нашому житті. Повинні змагатися. Повинні узростати, дякуючи ласці Пана Бога. Как ми повірили в то, що без Бога не можемо себе збавити. Как в этой приповести пам'ятаєте, один человек помер, пришел до неба, до брам неба, святый Петр, а говорит: ну расскажи, что в твоем жизни доброе было, когда я тебя у неба пустил. Кожный день после кружанцев отправлял. Нет, не пущу в небо. Нет. Кожный день читал Святое Писание. Тоже в небо не пущу. Литературу святую читал. Так само не пущу в небо. Вел життя без греху ніякого, не грошив. Не треба не спогадатися. Так само. Не пущу життя у небо. Что здесь? Ты кого ты в небо пустишь? Тебе не пущу. Идешь в пекло. И человек не понимает, что ратует. О Боже, ратуй меня! О да, это хотел. Боже, ратуй. Теперь заходь в небо, коли ласка. Но коли мы верим в свои махчимости, я сам себе не знаю. Папа Римский сам себе сам не знает. Нам потрібно спорить. И мы так само вспоминаемся, мы людьми. Мы людьми звичайными являемся. А как бы этого не было, как я ведал, что я сам себе желаю, потому что приходить в костюм, потому что мне исповедаться, потому что мне вести життя доброе. И глядите, эту женщину сюда это привело. Как она была богатой, как она не смутилась, как она постоянно имела радость, она бы не стояла у Бога. Эта женщина поставила кожного раз нас молитву. Коли мы найбольше молимся, коли мы найбольше шукаем допомоги Пана Бога. І варто їздити там по справді, по якісь реколекції, шукати виходу з нашої ситуації. Я говорю, що грех – це добре? Ні. Грех – це древно. Але як ми пам'ятали, що так само, дякуючи цьому греху, ми сьогодні збавлені. Бо Ісус Христос помер для греху. Помер для греху. Поглядим, кого Ісус Христос рятує. Лотар, який висить на крижі, гордиться. Вот сегодня еще за мной будешь в раю. Канонизация за життя человека. Поглядим Марию Магдалину, яка вела життя, были якою. Проституткой была. Потом ходила за Ісусом Христом. Удала, отримала здоров'я. Дякуючи греху. Дякуючи тому. Как мы не соромились наших грехов, как мы хотели з них сповідатися, але так само, как мы пам'ятали, що, може, дякуючи этому, ми ще більше довіряли Пану Богу і вглядуючися у Бога Айця, який за кожним разом хоче пробачити нам, могли отримати життя вічне. Амінь. Вірування на Бога Айця всіма Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба и утеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтием Пилате, был замученный и похованный,
и на третий день воскрес, паводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушайца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарство не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. От Иисуса Христа, який своей покорой и предложением выслужил нам годность детей Божьих, заверим представить нашему Отцу в небе просьбы Костела и всего свету. Молимся за святый костел, обогащающий Божие Слово и уделяющий сакраменты, и от светшу обузбавшей миссии Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, опустивших людей, он умацевал веру и облучал плуг в повешенных костолностях. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, об односины поміж Христом і державою сприяли розвитку релігійного життя серед людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за служенців, аби їх сімейне життя і праці сприяли усталюванню Божого володарства на землі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, щоб вони з відказністю ставились до своей працы и не уткнулись наследовать Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних, об удел таинницы Святой Мши давал нам силу для преодоления стадионных проблем и клопотов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливий способ за опушенное Ирину, как добрый милосердный Пан пробачил ее провины и принял супольность всех святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учени, как мы дякуючи Твоей милосердности, могли за все причешиться Твоей ласкою, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Боже наш Отче, просим, прими святых хлеб и вино, наши дары. Дом працы рук людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Все, что мы от Тебе маем в житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, как Твою и нашу, як яну принял Бог, а и те всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, да поможи нам служить Тебе при Твоим алтаре со щирым сердцем, как нас очистила от грехов Твоя ласка, и светила ахвяра, якую Тебе складаем, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору серцеві. Узносим их до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Бога века и справедлива. Направды годна века и справедлива, слушна и избавленна. Как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку,
Panie święty Ojcze, всемогутный вечный Боже, от Тебя походит все, что есть на свете. По Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобенство и подпорядковал ему грядущий свет. И все, что его наполняет, капот Твоего имени люди поновали над усими створением и прославляли Тебе у Твоих справах, раз Христа Пана нашего. Тому с усими анgelами мы Тебе прославляем, з радостью воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica всякой святости, тому едности всем Kościołem. W pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was cross i spasał na apostola Ducha Świętego, raz Chrysta prosił Ciebie всемогутный Boża. Oświęci te dary, rasowi Ducha Twojego, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе відана». Podobnym czynem po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое и все хвалим. Oględź śmierć z mертвых wstania Twojego Syna, wieruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać wierać Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разум с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які позволили надеи на воскрешение, про Ирину и про всех, кто ласки Твоей обошел с этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Иоанном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojca всемогутный, у едности Духа Святого,
уся ваша нами хвала, разусе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причтя Спасцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое богатство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Дайте ближнему знак супокой. Рангу Божий, як віриш на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Рангу Божий, як віриш на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я, покликаний я на вечеру ягоною. Пани, я не варвар, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мой 26. Небесный дал нам пак, так жить вечно.
Споживаем хлеб благословенный, тело Бога и бесценную кровь. Мы пьем стелик разбавления, напой, яки смагу души спадаляет. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Принявший хлеб святый будет прославлять Бога, яки на всей земле учинил великие справы. Узрадуйтесь, справедливые Пану, примаючи тело и кровь Христовы. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Сегодня мы споживаем хлеба нем, сегодня мы бачим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь и горит на алтари, тенью якого спевают серафимы. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Сегодня мы чуем мощный солодкий голос, грехное тело сварит страхов терний, и осветить людские души, якие примают Господую споживу. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Misericordia Domini, in aeternum cantabo. Misericordia Domini, in aeternum cantabo. Misericordia Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Молимся. Łaskawy Ojcze, uczyni kapłannym był nasz udział w Eucharystii.
Niechaj Jana pomoże nam użyć i ziemnymi podrychtuje nas do życia wiecznego wraz Chrysta Pana naszego. Объявлен 22 костричника у середу вспомин святого Яна Павла II Папу, 24 вспомин святого Антония Мария Кларетта Бискупа. Каждый день в нашей каплице отправляется набожество ружанцовое. Усіх, особливо чином детей и молодь, запрошаем до удела в этом набоженстве, памятуючи про слово Марии в Фатиме дети, что денно молитесь на ружанцы, об супокои. Зближается месяц листопада, когда особливым чином будем молиться за усіх померлых. Можно приносить припоминки и складать у закрыстой карточки лежат наприконце каплицы. Можно так само писать на своих карточках, калинастые пишите выразно. Сегодняшняя неделя, третья неделя месяца, инвестиционная. Дякую за усіх яри складенные на будову. 2 листопада у нашей парафии отбудется бал усіх святых. После святой мши о 12 године детей, молодь в особливый способ запрошаем, как так само переправиться за якого-нибудь святого. Адорация Пана Иисуса на святейших сакраменте каждый день от 14 до 19. Захочем набывать часописа религийные Аве Мария, новый номер, 10 2025 года, когда у нас тут так само написано про набоженство, якое теперь мы в нашей Минско-Могилевской архидиецезии переживаем, яким приготавливаемся до пошани найсвятейшей крови, наидорожейшей крови Пана нашего Иисуса Христа. Наприконце каплицы при дверах, там находится такая драўняная скарбонка, куда сегодня можете, коли хто жадає, зложити кисти, ахвяры на миссии, на миссийные цели. Сегодня о 12 године еще отбудется у нас хрост. Памятаем про Мирона и его батьков хростных в наших молитвах. Так само в наступную неделю, подчас кожной святой мши на початок, будет отбываться благословление воды, коли хто жадає, можно с собой принести у бутылки, у ведра, або приехать с цистерной, я освячу. Дякую за ахвярование на будову святыни, супольную индивидуальную молитву, спева праву литургичную, за прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тижні святкує дні народження, іменинний юбілей, хто чекає народжень дітей, за добродіїв передавців нашої парафії, так само обновить добродіїв будівництва Санктуаря Божої милосердності, і за нас, доручаючи кожного по особку, Отець і Матір Божої, Роженцової Твої оборони, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, судяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы идете, что вы ходите. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем вам, Бог. Святый Хальоне Михаля. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасторського духа, покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищи злых духов, якие нас будушнують по свете. Аминь. За наших близких, померлых, за померлую Кушнер, Ирину Анил Панский, Христова Панне Марии. И зачала от Духа Святого. Дай, Мария, полная ласки, Бог с тобою, благословленная ты женщинами, и благословлен плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь.
Ось я, слуга Pańska. Нехай не станется погоды Твоего слова. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. A słowo stale się ciałem. И поселилась между нами. Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Alisa za nas, Święta Bogorodica. Остались мы полными обетованием Христова. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Ciebie, uliw nasze serce Twoją łasku, aby poznawszy bratanielskie zwiastowanie, ucielebienie Chrysta, Twojego Syna, wraz z Mu Twojego i Krysztu i dowiedzenia na chwały u Waskraszenia, wraz Chrysta, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była z wieku, теперь и завсюды, и на веки вечные. Amen. Dobry Jezu, nasz Panie, Дай им вечное спочивание. a jak spoczywają u spokoju wiecznym. Amen. Numer 82. Witaj Zarka Mora, Maci Zbawcy Boga, Panna najczystejsza, brama nieba dobra. Tyś to przywitana, słowam Gabriela, umacuj spokoi.